такое большое количество животных не должно находиться в пределах населенного пункта, это да, я согласна. Но я прошу, дайте что-нибудь. Татьяна, у которой более 100 собак, временно переехала со своими собаками в фонд Кумаик в Канте. Однако временно, потому что это не место, где живут собаки, а просто учреждение, где стерилизуют их. Татьяна ждет от местных властей землю для своих собак. Привыкаем жить на 2 дома. Будем пытаться все-таки решить вопрос с землей. Будем просить уже и от себя, и фонд подключится, дружба. Я не знаю, как все сложится, но в любом случае нужна земля. Конечно, это временно. Мы смогли приютить этих собак. Мы будем максимально стараться помочь, и пока она не найдет новое место. Даже если будет приют, проблема животных не решится, потому что мы не можем объять необъятно. Животных слишком много. Что нужно? Чтобы люди несли ответственность, стерилизация, вакцинация и доброта, доброе отношение к животным. Некоторые ваши соседи говорят, что вы продавали, вот поэтому и собираете на мясо, типа, китайским ресторанам. Что вы на это скажете? Это глупость и недалекость вот этих вот моих же соседей. Они не понимают причину, а говорят, потому что, как же я живу? Да, спасибо, есть друзья, спасибо, есть семья, спасибо, есть дети, спасибо, есть родственники. А чтобы вот это вот доказать нужно, что я там куда-то там сдала, продала, это нужно доказать. А говорить можно что угодно. Спасибо фонду Бриджит Бардо и наша ассоциация. Вот за это время было проведено более 2000 стерилизаций, кастрации, также делается вакцинация и гигельминтизация. Намного меньше жалоб за это время. Также ребята могут видеть, сколько они ловят, что собак стало меньше. Фонд хочет передать вакцинированных и стерилизованных собак людям, которые смогут о них позаботиться. Мы не приют, мы фонд. Мы можем держать собак, которые, например, агрессивные, либо нуждаются в лечении. Но мы, еще раз, не приют, поэтому люди могут прийти и взять собаку. Дайте своим детям любовь к животным. Животные, они дают только позитив. Негатива нет. Не надо там махать палками, кричать, фу, какое оно грязное. Любите их. Они вас будут любить вот своим маленьким, но настолько любвеобильным сердцем, и они отдадут вам все. И им не важно будет, какой ваш внешний вид, есть у вас деньги или нет, живете ли вы в особняке или живете вы в сипушке. Они вас видят человека, в первую очередь человека. Так вообще, конечно, проблема, ребята, глобальная. И все упирается в человеческий фактор. Будут люди нести ответственность, не будет животных. И нам, людям, которые любят животных, нам на самом деле будет легче жить. Когда мы не будем видеть больных, брошенных, кинутых, калеченных. Понимаете? А наше сердце болит. Ага. А если появятся желающие, которые хотят там приютить собак, вы дадите? Хорошие, добрые руки, ответственные, мне нет ни проблемы. Собаки все стерилизованы. Вот сегодня 4. Несколько дней назад 7 девочек простерилизовали. Тут молодые девчонки. Вот. Не проблема, только чтобы душа была добрая. И иногда получается, ты получал фотографию или видео отчет, что вот наша собака у нас живет, она радуется, она счастлива, она любима.